Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы искренне рады приветствовать вас в прекрасном концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на 15-м Международном фестивале искусств «Филармониада», который проходит при поддержке правительства Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан. На сегодняшний день Филармониада является уникальным в своем роде фестивалем, поскольку за несколько дней охватывает все жанры сценического искусства, от классической музыки до джаза, от разговорного до танцевального действия, от фольклора до эстрады. Сегодня в рамках нашего фестиваля и в честь Международного дня танго, который отмечается 11 декабря, для гостей филармонии концертная программа «Аргентинское танго». Танцевальная пара Луис Квичарини и Евгения Самойлова, вице-чемпионы России, бронзовые призеры чемпионата Европы, финалисты чемпионата мира, чемпионы Кубка Северо-Западного округа России в городе Санкт-Петербург. Артисты исполнят чувственный и страстный танец под ностальгические мелодии и обжигающие ритмы великолепного российского ансамбля «Соло Танго Оркестра», непревзойденный российский танго-оркестр, за невероятно короткое время покоривший танго-Олимп и признанным одним из лучших исполнителей танго в мире. Единственный европейский танго-оркестр, дважды номинированный на первую интернациональную танго-премию в Аргентине, премию «Станго». Сегодняшний концерт будет полон эмоций, как и положено этому зажигательному, темпераментному, конфликтному и жизнеутверждающему танцу танго. Приятного вечера!
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Наш сегодняшний концерт проходит вот уже после 11 декабря. Именно в этот день, 11 декабря, принято уже многие десятилетия отмечать не только в Аргентине, но и во всем мире Международный день аргентинского танго. Но наверняка немногие из вас знают, почему именно в этот день. Дело в том, что 11 декабря родились сразу несколько очень знаковых для Аргентины фигур в танго. Это музыканты, композиторы. Прежде всего, конечно, это главный певец Аргентины, главная, наверное, фигура вообще всего танго аргентинского Карлос Гардель, да, который написал, в числе прочего, знаменитое танго «За одну голову» «Por una cabeza». Многие из вас его знают. Но также и в этот день родился скрипач, что мне особенно приятно, как скрипачу, который оставил весомый тоже след в аргентинском танго. Это скрипач, которого звали Хулио де Каро, и написал он танго, которое вы сейчас услышите, танго, которое называется «Эль Арранке», что можно перевести как «запуск», «зажигание». Большое спасибо. А сейчас для вас произведение еще одного скрипача, но не аргентинского, а российского скрипача. Это наш с вами современник, вот, пока еще не такой известный в Аргентине, да и во всем мире, соответственно, тоже. Но в России его кто-то уже знает. По крайней мере, вот 3 вот этих молодых человека его точно знают. Вот.
Это будет вальс, который написан в честь времени года, который у нас с вами сейчас проходит, в честь зимы. Собственно, он так и называется, зимний вальс, вальс де инверно.
Только что вы прослушали известное в Аргентине очень ритмичное такое танго, которое посвящено буре. Собственно, оно так и называется «Эль Уракан». Ураган. А сейчас вы услышите танго, которое автор посвятил одному очень интересному инструменту, который называется бандоньон. Вот этот вот, его еще иногда называют музыкальный ящик. Это интересный инструмент, который кто-то называет гармошкой, некоторые даже называют, страшно сказать, аккордеоном. Но на самом деле они недалеки от истины, потому что этот инструмент впервые был использован иммигрантами из Италии, которые по воле случая как раз были аккордеонистами. Именно они были первыми профессиональными музыкантами, которые взяли в руки этот инструмент на аргентинской земле, так как его привезли в Аргентину из Германии. Он не был изобретен изначально в Аргентине, этот инструмент. И он попал к иммигрантам из Италии, которые были аккордеонистами, и как раз именно они внедрили, можно сказать, этот инструмент в танго. Так вот, сейчас вы услышите танго, которое посвящено бандоньону, оно так и называется «Quejas de bandoneón», «Стон бандоньона».
соло на бандонеоне Павел Ратынский. А сейчас вы услышите танго, которое уже принадлежит к второй половине 20 века. Более современная музыка. Танго, которое написал бандонеонист и композитор, с именем которого на самом деле во всем мире, может быть, за исключением Аргентины, танго как раз и ассоциируется. В Аргентине как раз ситуация совсем другая. Там есть танго и есть отдельно музыка Астора Пьяццолы. И вот сейчас вы услышите одно из его произведений, Астора Пьяццолы, произведение, которое он посвятил клубу, на сцене которого они поначалу выступали. Сочинение называется «Микеланджело».
Большое спасибо. И вот мы приближаемся, буквально уже приблизились, надо сказать, к окончанию нашего первого отделения. Так, у нас сегодня для вас есть еще второе отделение прекрасной музыки танго. Я просто хотел сказать, что вот танго, которое только что вы прослушали, это танго в нашей аранжировке, это на самом деле в оригинале это старое танго, которое было посвящено одному, ну просто музыкантом его сложно назвать, это была фигура, это был целый деятель, скажем так, в танго, которого на самом деле многие на родине танго в Аргентине не любят. Ну, может быть, по национальному признаку, я уж не знаю, хотя бы потому, что он уругваец. Вот. А у них, у аргентинцев и уругвайцев, у них до сих пор спор не только в футболе, но и в танго. Они спорят, чье же оно танго, аргентинское или уругвайское. Так вот, это была для аргентинского танго, безусловно, большая фигура. Это был человек, который стоял у истоков авторского общества и который, на самом деле, на этом, собственно, себе заработал немалый капитал. Может быть, поэтому его не любили и не любят в Аргентине. Ну, дело не в этом. Тем не менее, нашлись композиторы, которые посвятили ему танго, и так и назвали «Канаро в Париже». Его звали Франциско Канаро, и вот они заглавили это танго «Канаро в Париже». А мы, в свою очередь, переаранжировали это танго, сделали его более современным, динамичным и представили себе, сделали вид, как будто Канаро приехал в Москву, так как мы из Москвы, и назвали его «Канаро в Москве». «Канаро in Moscow», да. Танго, которое мы закроем первое отделение, оно из цикла «Времен года» Астора Пьяццолы, довольно популярный цикл. Но вот именно в этом варианте я, к сожалению, не слышал, чтобы кто-то еще исполнял это сочинение, в котором вы сейчас его услышите. Вообще в оригинале этот цикл называется «Las Cuatro Estaciones», то есть «Четыре времени года». И конкретно вот эта пьеса, которую сейчас вы услышите, она называется «Verano Porteño», что дословно переводится как «Лето Портеньо». Портеньо так принято называть жителей портового города. Как мы знаем, Буэнос-Айрес, столица Аргентины, город-порт. И, в общем, все, кто там жил всегда, как бы коренные жители, их принято называть портеньо. Вот. Но у нас в стране это сочинение больше известно как «Лето в Буэнос-Айресе». Дело в том, что сейчас вот у нас с вами зима, а там, на другом континенте, в Аргентине, там сейчас у них как раз началось лето. Так что лето в Буэнос-Айресе.
Как я сказал раньше, у нас с вами еще второе деление впереди. Да? Приберегите силы. Я знаю, что там прекрасный есть буфет, фойе. Но кто-то из вас, может быть, предпочтет более приятное времяпрепровождение. Дело в том, что сегодня, только сегодня в фойе продаются наши диски с музыкой, в том числе, которую мы сегодня исполняли. Так что сегодня у вас есть уникальная возможность выбрать между буфетом и покупкой наших дисков. Вот. Не теряйте время зря.